Западные страны до сих пор полагались на общедоступные источники информации для раскрытия фактов геноцида со стороны Китая и преступлений против человечности в уйгурском регионе, в частности, на документы правительства Китая, китайские источники информации, показания свидетелей, спутниковые снимки и отчеты авторитетных исследовательских институтов. Однако в настоящее время спецслужбы США обязаны собирать и документировать информацию о деятельности Китая в регионе. С этой целью член Палаты представителей США недавно внес на рассмотрение законопроект, в котором говорится, что в открытых источниках недостаточно для разоблачения геноцида и преступлений Китая против человечности в уйгурском регионе, и что в этом вопросе должны быть задействованы шпионские агентства США. Юбилей горькой истории Казахстана. Алашардынская интеллигенция. 31 мая 1997 года в Казахстане объявлен Днем памяти жертв политических репрессий, депортации и голода. С уважением вспоминаются интеллигенция и лидеры Алаш-Орды, арестованные в Казахстане, обвиненные в национализме и расстрелянные. Уйгуры в Казахстане также по-разному почтили память погибших во время трагедии Ату и жертв, погибших по вине русских большевиков. В Тарымском нефтяном бассейне, расположенном в пустыне Такламакан в Восточном Туркестане, стартовали очередные научные исследования. Стало известно, что начат процесс бурения первой скважины глубиной более 10 тысяч метров. По сообщению китайского информационного агентства Синьхуа, работы начались во вторник в 23 часа 46 минут. Колодец якобы является важной векой в глубоководных работах Китая по исследованию Земли, поскольку он предлагает беспрецедентную возможность исследовать глубины. В заявлении Министерства финансов США сообщается, что Управление по контролю за иностранными активами преследовало лица и организации, прямо или косвенно связанные с продажей оборудования, используемого для производства незаконных таблеток с добавлением фентанила. В заявлении указывалось, что санкции были направлены против одной организации и 3 человек, базирующихся в Мексике, а также против 7 организаций и 6 человек, базирующихся в Китае, и что действия против организаций отдельных лиц, базирующихся в Мексике, координировались в сотрудничестве с мексиканским правительством. Согласно решению правительства Португалии, принятому несколько дней назад, китайские технологические компании были исключены из строительства инфраструктуры 5G в Португалии. Высший совет Португалии по кибербезопасности запретил использование инфраструктуры или оборудования 5G, предоставленного странами, не входящими в Европейский Союз или не входящими в НАТО. Решение правительства Португалии исключает поставщиков оборудования и услуг китайских компаний, таких как Huawei.